безден еш конкурсанттар. Здравствуйте, истинные ценители музыки. Без Камила Хамин Данияр, Елкен телевизион конкурсын үшінші мезгілен алып барабыз. В этом году на отборочный тур телеконкурса «Илькен» поступило 136 заявок, а в конкурсный тур прошли только 47 участников. Так все четко? Я знаю. Кстати, Камила у нас пианистка. Спасибо, Данияр, за рекламу. Зурусь, ярай, шертузды ситке куеп, хурметле жюри менен танышайык. Артур Назиуллин, кларнетист, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, солист Московской государственной академической филармонии, народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева. Шура Сагитова, пианист, композитор, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заведующая кафедрой специального фортепиано, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ильшат Муслимов, скрипач, концертмейстер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, народный артист Республики Башкортостан. Виктория Симонова, лектор-музыковед, старший преподаватель Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Артур Гайсаров, кураист, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан. Внимание, ребята, настал самый интригующий момент – жеребьевка. Я ребята лабыз. Сейчас ребята будут вытаскивать свой номер из этих коробочек. Желаем счастливого плавания всем нашим конкурсантам. Я вытяну эту коробочку. 6, у меня 6 номер. Следующий я вытяну. Так. Номер 1. Номер 1, первый был. Давайте следующая я. Я 8. Если перевернуть 8, будет бесконечность. Теперь я попробую. У меня цифра 12. Ну, быть последней не так плохо. Давайте следующий я. Давайте сейчас я. Цифра 4. Прикольно? Почему бы мне не взять коробочку? Давайте теперь я. Давайте теперь я. Давайте я возьму. Не выпало число 10. Я думаю, это принесет мне удачу, потому что в этот день я начал играть на инструменте. Мен көп елдар, 30 елға якын балалар бақсасында музыка руководителі болып эшләнем. Һәм шунда эшләгәндә безгә Алина бәләкәй группага килгәйне. Без уның менән нинди генә йырҙар йырламанык, нинди генә бейеүҙәр бейемәнек. Һәм мин бақсала балаларға классика музыкаһын тоже тыңлата торғайным. Бала бит ул халык көйҙәрендә тыңлап үтергә тейеш, классика көйләрендә аңларға тейеш. Нисектер тормош юлы мине музыка мәктәбенә илтеп таштаны. Һәм минең Алинам 1-нче класска флейтага укырга килде. Алина менән эшләүе шундай кызык. Ул нимә кушаһаң, шуны эшләй. Шунан да күбрәк эшләй. Без уның менән район кимәлендә концертларда катнашабыз. Ошо кәмәне яратты, һөйөмде кушып эшләп Алинага бүләк итәм. Бына минем ханым, 1-нче. Котлайым, Алина.
Һин бар ердә лә беренсе, бүген дә беренчелекте алып кайтырга насип булһын. Мин һинең өчен шатмын. Ошо кәмәне мин шундай һөю менән һиңә эшләнем. Хәзер без ошо беренче номерды ошында куеп куябыз. Алина, уңыштар һиңә теләйем. Рәхмәт. Добрый день, Алина. Ты Здравствуйте. сегодня открыла духовую номинацию конкурса «Елькен», с чем мы тебя поздравляем, вытянув первый номер. Скажи, пожалуйста, ты к нам приехала из села Зилаир, правильно? да. Сколько лет ты играешь на флейте? 3 года. 3 года. Да. Тебе нравится этот инструмент? Да? Знаешь, что я бы тебе хотел сразу начать с профессионального такого нюанса. Ты больше слушай флейтистов. Ты вообще слушала записи флейтистов профессиональных, мирового уровня? Кого, например? Помнишь кого-нибудь? Ксения... не помню фамилию. Понятно. Ксения... А западных? Западных нет. А ты послушай. Там очень много любое. Даже если, например, не знаешь фамилию флейтистов, ты можешь набрать в интернете там самые знаменитые флейтисты 20 века, например. У тебя выйдет огромный список. Ты берешь каждую фамилию и начинаешь слушать, как должна звучать флейточка у взрослого состоявшегося музыканта. Это крайне важно, чтобы ты через ухо перенимала тембр инструмента. Потому что у тебя немножко звук такой прямолинейный. Он и такой довольно узенький. Я сейчас не буду вдаваться в техническую подробность, потому что телезрителям уж точно это будет неинтересно. Но ты для себя просто должна понять, то, что звук должен быть объемный, кругленький и очень красивый. Вот ты, я убежден, послушаешь взрослых флейтистов, и ты сразу сама поймешь через свой слух, как должен звучать инструмент. И станет еще гораздо более ярким и приятным твой звук. Я тебя поздравляю с открытием нашего конкурса. Спасибо. Коллеги. Бик яхшы конкурсуда асып бердің, афарин, құтлайым. Мұна Артур Искандарович әйтуін тыңнап, алда Алла берһә үтәсәк,
Өзінің яқтан айтты келер енді мына флейта, қорай, ол духовой инструменттер. Мұнда түп рөлді оне дыхание деген мен. Дыханиеңді шулай камиллаштырырға керек. Ярайм? Ярай. Рахмат. Алена, мен хина құтлайып, ең бірінші нәме әйткім келі. Ұшы Салауат Низамеддиновтың «Ялан сәскәлері» деген пьеса, ол пьеса түгіл, ол бит ер. Хин оны ер боларақ ішіткенің бар ма? Онда бит хүздәрі бар, шуға күрә хүздәрін тыңлап, ойнап, бәлкі ерлап, хиңа ол ярдам етір, деп ойлайым. Шулай тип хиңа оңыштар, хиңа тағында ишетірбет, көрербет, деп шанабыт. Рахмет. Поздравляю. Рахмет. Конкурс мы готовились очень тщательно и выбирали музыку, и она мне очень понравилась. Ялан Сескаляр — это полевые цветы, мне кажется, это выглядит очень красиво, звучит очень красиво. Сразу на ум приходится поляна с цветами красивыми такими. Айнур, он 2 года занимался на блокфлейте, сейчас он закончил 3 класс на саксофоне. Вот. Ну, неплохо получается у него. Прежде всего обращай внимание на мелодику пьесы. Если она интересная, красиво, мелодично звучит, вот, мы берем эту. И, естественно, я стараюсь брать те, которые на слуху. У ребенка, допустим, она очень красиво звучит, на саксофоне тем более. Это я в детстве когда-то, помню, делал. Вот так, да? Мой номер 2. О, удачное число. 2 номер. Мы его прикрепим сюда. Вот, Айнур, я тебя поздравляю. Все хлопоты позади. Спереди тебя ждет победа. Попутного ветра тебе. Удачи. Спасибо.
Айнур, спасибо. Знаешь, я тебе хочу рассказать такую одну историю. Уж доподлинно неизвестно, точно ли это правда, но все мы в нее верим. Был такой абсолютно выдающийся виолончелист Мстислав Ростропович. Может быть, ты слышал когда-нибудь такую фамилию. Вот у него был концерт, коллеги. В Карнеги-холл он играл первый концерт Шостаковича для виолончели с оркестром. Один из лучших залов мира, оркестр, знаменитый солист, играет, наложил в одном месте, разозлился. И вот раз 5 у него не получилось что-то в этом большом концерте, он настолько разозлился, что потом был страшный фурор у публики, потому что чувствовали живую энергетику солиста, что он, в общем, пышет и живет этим концертом, чтобы доказать, что нет, сейчас так бабахну вам, что вы все обалдеете. Вот твоя задача, что бы ни произошло на сцене, держать все под контролем, и какие-то мелкие царапины, это все бывает, мы все живые люди, это же живое исполнение. Вот, но ты должен так сыграть, чтобы, если разок где-то сделал ошибку, либо какую-то зацепку ненужную поймал, ты дальше продолжай в той же энергетике, а еще даже еще более ярко это показывай, хорошо? И все будет получаться. Коллеги, передаю слово. Артур Искандарович рассказал просто замечательную историю, потому что в копилке у каждого музыканта такие истории есть. И то, что ты сегодня для нас исполнил вот этот романс, я хотела бы обратить внимание твое, чтобы ты понимал, у тебя в руках духовой инструмент. Духовой инструмент – это значит дыхание, а посредник между дыханием и инструментом ты сам. Поэтому ты просто должен на своем роскошном инструменте научиться петь, как будто между музыкой и тобой не стоит инструмент, а ты просто поешь, тебе легко, приятно, и хочется сделать так, чтобы люди запели вместе с тобой. Айнур, поздравляю тебя. Во-первых, с выходом на сцену. Ты знаешь, ты слышал когда-нибудь, как звучит эта песня? Да. Слушал? А много раз слушал? Нет. Вот знаешь, я за свои года слушал ее столько раз, что она уже просто... Вот я проснусь, и мне надо будет, например, спеть или сыграть ее. Просто я, наверное, я не знаю, что может помешать мне не сыграть. То есть о чем я говорю? Если бы эта музыка, эта песня была настолько в тебе глубоко уже вжилась в себя, то что ты просто бы не смог ошибаться. Не смог ошибаться, понимаешь? Так вот я тебе советую и желаю в будущем, чтобы ты настолько погружался в музыку, настолько в нее вникал, чтобы она была просто в тебе, и у тебя не было шансов на ошибки какие-то. Мелкие помарки бывают всегда. Это нормально. А также это будет формировать тебя, как музыканта, твое отношение к музыке. Успехов, Айнур. После 1 класса я задался вопросом, чем мне заниматься в свободное время. И я захотел пойти в музыкальную школу. Я выбрал инструмент саксофон альт, и родители меня поддержали. Аласақта көп ишлетіп болған кемелерді ерхауға едері тұрған қазірде ішіліп қарайға еске түшіріп ағайырға түшіріп әрі түсіні еркен жарғай Зулхиза білекейгіне 2 yaşındagina мектепке келді ол флейтаға әсе алып келді соны бір аны алдық та ең тәуелі болып флейтаға заниматься айта башландық соны 3 жыл оқығас бұл флейтаға зор флейтаға әлі ойнаған флейтаға ойнай башланы Зулхиза бик тырышқы дықай ниндегіне қиынлықтар болса ол тоқтап қалмай тырышып сол қиынлықтарды еңіп сығау. Суға әлі де бұл конкурста қиынлықтар болса ол қаусап қалмас деп ойлаймын. Еңіп сығар деп санам. Где 3-й номер? 3-й номер бик хейбет число молодец. Деп әні оны ұшында қоябыз да кемеге и юддіріп жіберебіз. Еңе уңыштар Еңеу тілейм.
Зульхиза, добрый день. Здравствуйте. Вы у нас приехали из города Сибай. Расскажите о себе немножко. Где вы учитесь? Ну, я учусь в ДШИ Сибая. Нравится заниматься музыкой? Очень. Да? Да. Планируете продолжать? Да, планирую. Куда хотите поступать? Ну, куда-то в Уфу. Куда-то в Уфу? В училище Да. искусств? Да. Понятно, замечательно. Как много дома занимаетесь? Ну, я занимаюсь очень много. Очень много? Ну да, потому что я очень люблю флейту. Здорово, как это приятно слышать. Очень много — это сколько часов? 5, 6, Ну, 7? в среднем 4-6 часов точно. В день? Ну да. Здорово. А что вы играете помимо данного репертуара? Чем заканчивали год? Я играла в конце года юмореска «Дворжак» и Дворжика, так? Дворжик, да. И это Фатима, да. И Фатима, Да. понятно. Ну, раз вы хотите поступать, тогда надо уже потихонечку брать и крупную форму. Да. Вот, и со своим педагогом разговаривать, может быть, ездить на консультации в Уфу, ездить на мастер-классы. Сейчас очень много онлайн-проектов, где можно просто слушать и заниматься, не выезжая из своего города, и приобщаться к лучшим образцам педагогической практики нашей страны и не только. То есть вы ищите в интернете, будьте таким интересующимся ребенком, и удачи вам на будущее. Спасибо. Поздравляю. Афарин Зульхиза. Бик матур сығыш яһаның бүген, рахмат һиңа шуның өсөн. Һәм әлбиттә моны артабан дәвам иттерергә теләгең бик хуплайм. Безгә матур флейталарда уйнаргысы музыканттар әлбиттә кирәк. Бүгенге сығышта нимә дип әйткә киләйне. Фатима ул шулай моңлы Нурдаутовтың көйе бит инде. Шуны моңлы итеп уйнаның. Һәм тагы ла моңлырак уйнар өсөн ул көйде тагы тыңлап уйнаһаң һәйбәтрәк булыр. Яхшы, рәхмәт. Зульхиза, мин һине котлайм. Сынапта флейтаны яратып уйнауың күренә, ишетелә. Һин бирелеп уйнайһың, тик техник як тураһында гына уйламайһың. Минең шул бер генә Тәнкыйть һүзе. Тәнкыйть түгел инде ул. Бuna икенче куплетта тема бит рояльда. Һинең теге явап бирә торган тавышың. Һин менә шул явап биргән тавышыңды үзеңнең иң шул йырлаган иң шул беренче урында булган тавыш дип уйнайһың. Әдгенә менә ансамбль ягы әле эшләр нәмәләрең бар шунда, яме? Чөнки менә рояльдың теманы уйнауына шуга бирелеп, шуга кушылып уйнарга кирәк. Былай сынапта шул хәтле күп сәгать занимация итүең бездә сынапта нык куандырды. Һәм дә һиңә уңыштар. Көтәбез, берәй касан күрәбез дип уйлайбыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Я не очень сильно волновалась, потому что я не впервые в таких конкурсах. В будущем я хочу стать музыкантом. Біз Тамерландың атайымнан бірге бір школда оқынық. Гимназия Аль-Мухамедов деген гимназияла бірге оқынық. Шунан біз оның атайымнан вертолетный училищеға хезмәт иттік бірге. Шуға атағы мені білгәс, енді малайын мені тапшырды өзінің оған. Ондай оқушылар бик керек, ол тыңлай, әйткән һүҙҙәрҙе вис ишетеп, эшләп бара. Шуға миңә рәхәт эшләр оның менән. Уҡытыуға. Килеп сыҡты. Беренсе мәртәбә генә эшләйем. Шунан Рад Фасхиденович, мне выпала цифра 4. О, молодец, афарин. Шунан һиңә уңыштар теләйем. Мына ошо кәмә һиңә ярдәм итһен. Матур итеп сығыш яһарға һиңә.
мы с тобой, Тамерлан, уже виделись. У меня складывается впечатление. Ты уже у нас получал стипендию новых имен. Вот, коллеги, не так давно у нас прошел фестиваль Дениса Мацуева. По-моему, ты даже принимал участие в джазовом концерте. Так что это уже такой состоявшийся юный музыкант. Джазмен. Да, и джазмен в том числе, которому предстоит выступление на очень серьезных мероприятиях. Я тебя поздравляю. Очень здорово, что ты выбрал тубу как инструмент. Неожиданно и здорово. И вообще, чем больше будет талантливых детей на духовых инструментах, в том числе медных, тем лучше будет для всех. И для нас, для руководителей оркестров, и для в целом культуры нашей страны уж точно. Поэтому ты большой молодец. Своим примером ты показываешь ребятам, что такой большой инструмент может звучать очень прилично. И на нем можно играть не только военные марши, но и очень красивую мелодичную музыку. Я тебе желаю удачи и успехов. Я продолжу эту тему. О тубе рассказывают разное. Есть люди, которые считают, что туба предназначена исключительно для баса. И если ты идешь на тубу, тебе все время в жизни придется играть пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум. А ты сегодня так пел, больше того, ты парил. Когда ты играл, ты закрывал глазки и как будто на лодочке качался на своей тубе. Ты вместе с ней сливался в одно целое и так хорошо сыграл эту замечательную песню. Вот не случайно название этого произведения «Мечта». Я тебе желаю, чтобы ты себе поставил очень такую хорошую, большую, серьезную цель, помечтал о ней и пришел когда-нибудь к ней. А мы будем радоваться и гордиться, что мы тебя слушали в детстве. Тамерлан, ты молодец. Знаешь, вынести такой инструмент на сцену, мне кажется, это уже героический поступок. Вот я работаю в оркестре, и когда у нас были детские концерты, концерт начинается с представления инструментов. То есть, например, встаю я, что-то сыграю, встает виолончель, точнее не встает, а что-то играет, да, сидя. Кто-то из духовых. И вот уже в конце представления, когда ударные, духовые инструменты. Тубист сыграет что-то на тубе, а потом он приподнимает и показывает всему залу. И весь зал так. Вот хочется тебе пожелать, чтобы вот от твоей игры всегда было вот такое «ах», чтобы все, значит, с таким возгласом. Знаешь, к нам не так давно приезжал замечательный тубист Федор Шагов. Может, слышал такого, лауреат конкурса Чайковского. И вот до того момента, когда я и не услышал его, как он играет на тубе, я вообще даже представить себе не мог, что вот оркестровый, казалось бы, в большей степени инструмент туба может так сольно играть. Поэтому я думаю, если ты будешь слушать, будешь стремиться вот так вот играть, у тебя может многое получиться. Спасибо, Тамерлан. Поздравляю. Поздравляю. Не ожидал такого впечатления, потому что до этого на телевидении меня не показывали, а когда вышел на сцену, мурашки побежали по телу. Я собрался всеми силами, как мог, и сыграл «Мечту», свое произведение. «Мечта», мне очень нравится это произведение. Произведение мы выбрали с педагогом. Педагог говорит: давай я тебе сыграю это произведение. Я послушал и был впечатлен этим произведением, поэтому мы его и выбрали. Ну, в моей семье музыкант еще папа. Мы иногда играем вместе. Он на фортепиано играет, а я на тубе ему подыгрываю. Ну, я занимаюсь хоккеем. Если выстрелит хоккей, тогда, может, на хоккей иду. А если в музыке, в музыке вот сейчас в конкурсах участвую, это же хорошо, занимаю там места, вот, тогда в музыке останусь. Давно кораблики не делала. В детстве все время вроде делали, но сейчас уже позабыто это все. Постараемся, чтобы что-то получилось. Ленар у меня очень талантливая ученица. Она ко мне пришла в 7 лет, была маленькой, но там уже была девочка со страхом.
боялась всего. Но мы, дойдя вот до 7 класса, она переборола этот страх. И вот мы сейчас уже вышли на такой уровень. Она очень талантливая, очень музыкальная, трудолюбивая девочка. Руки делают, да? Смотрите-ка как. Я даже не заметила, как сделала кораблик. Представьте. У меня номер 5. Хорошая цифра, Ленара, означает «отлично». Я тебе желаю успешного выступления и чтобы мы вышли на 3-й уровень. Удачи, моя дорогая. Линара, добрый день. Расскажи о себе. Я приехала из села Бакалы. Я учусь 7-й год в музыкальной школе, из которых 2 года занималась на блокфлейте и 5 лет на основной флейте. Мне 13 лет. Супер. Скажи, пожалуйста, тебе нравится играть на флейте? Да. Знаете, коллеги, мне вот что понравилось у Линары, такая уже более-менее взрослая динамика даже в звуке была. То есть ты делала разные интонации, ты пыталась играть в хорошем таком камерном ансамбле со своим партнером, понимаешь? То есть это было такое действо, за которым было очень интересно наблюдать и слушать, безусловно. Ты планируешь продолжать занятия на флейте? Да. Да? Хочешь куда-то поступать? Нет, просто закончить музыкальную школу. И забыть? Ну, играть. Подарить маме свидетельство об окончании школы. Играть для А чем себя. ты еще увлекаешься, помимо музыки? И играю в волейбол, шью.
Молодец. Может быть, тебе стоит подумать и позаниматься, и все-таки продолжить, потому что какие-то положительные, такие действительно интересные моменты в игре у тебя явно прослеживаются. Поэтому подумай, может быть, шитье и волейбол — это хорошо, а музыка лучше. Я тебя поздравляю с выступлением. Молодец, Линара. Народная мелодия называется «Даляу Гайша». Потом по этой мелодии поставлен танец у Файзи Гаскарова, «Истуга» называется, «Три брата». Я бы тебе посоветовал посмотреть этот танец. И вот ты сыграл здесь как бы по-девчачьи, а такой там мужской танец. И он такой игривый, ну, с элементами комедии. Вот если включишь вот мелодию, ну, посмотришь танец, ты поймешь, о чем я говорю. И в этой обработке это присутствует. Поэтому все переклички, там несколько, вот с роялями, с флейтой переклички присутствуют. И я советую тебе посмотреть и включить. Спасибо большое. Поздравляю тебя с выступлением. Действительно, мне кажется, стоит подумать о том, чтобы дальше, потому что мне очень понравилось, насколько ты играла в ансамбле с пианистом со своим, потому что были моменты, когда вот тема была у рояля, а у тебя там просто там ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И очень часто дети, как бы не зная, что с этим делать, просто играют, ну, просто как ритм. А ты вписала его как вот именно часть мелодии. И мне кажется, вот этот какой-то природный слух, может быть, природное чутье, музыкальность помогла тебе в этом. И было бы, наверное, жалко не попробовать посмотреть, а что там дальше. Вот, поэтому я тебе желаю успехов в любом твоем начинании, тем более, что у тебя там много чем ты занимаешься. Вот, спасибо большое за выступление. Поздравляем. У меня в детстве была болезнь легких, и врач нам порекомендовал заниматься духовыми инструментами. И мы выбрали флейту, так как в нашем селе Бакалы было только направление флейты. Вот этот кораблик я делаю для Азалии. Так как у нас Азалия любит играть башкирские пьесы, башкирские мелодии, поэтому мы, не раздумывая, согласились на участие на этом конкурсе, стали подбирать пьесы, и вот нам попалась такая удачная пьеса «Карабай» в хорошей обработке Ларисы Латыповой, очень удачной обработки этой песни, уже народной песни башкирской, почти 100 лет. Вот я этот кораблик стараюсь делаю для нашей Азалии. Вот получился кораблик. Гульфира Рафисовна, я выступаю под номером 6. Ой, молодец! Цифра 6 означает надежность и преданность. И что тебя как раз Азалия характеризует. Я тебя поздравляю. Тебе успехов и удачи. Вот эту цифру мы с тобой вставляем сюда. И чтобы тебе этот кораблик, я это старалась, делала для тебя, принес тебе успех и удачу, и чтобы ты дошла до финала. Спасибо. Успехов и удачи.
Залия молодец. Такая необычная обработка, да? Песни «Карабай». Столько всего намешано там, и современное уже пошло, и штрихи такие необычные, и двойной стаккато у тебя. Я бы тебе, кстати, предложил с профессором своим подумай, может быть, продолжить полностью этот отрезок на двойном языке, потому что это эффектно выглядит. Потом, когда ты переходишь на восьмушки обычные, это не так уже производит впечатление. Поэтому подумай, у тебя все в порядке со штрихом, ты можешь это сыграть и двойным. А так, в целом, все очень симпатично. Я тебе только рекомендовал все-таки, так как пьеса яркая, делать такие динамические оттенки все-таки более явные. И где кульминация, где ты можешь себе позволить, где не так трудно технически, но можно позвучать. Конечно, хочется, чтобы ты разорвала эту флейточку своим звучанием, понимаешь? Чтобы это было еще более эффектно. А так, в целом, мне понравилось. Я тебя поздравляю. Спасибо. Коллеги, кто продолжает? Азалия, очень приятно видеть тебя в нашем конкурсе, потому что лично я тебя знаю с детства. Ты еще малышкой, до того, как пришла учиться в ССМК, приходила, играла у нас в филармонии. Маленькие пьески, рождественские, а сейчас у тебя уже такое сложное произведение. И вот я хотела у тебя спросить, ты видела мультфильм про Шрека? Нет? Тебе дома мультфильмы показывают? Родители разрешают? Нету времени. Ну да, ты человек серьезный. Так там есть такая фраза, что человек, он похож на луковицу, у которой очень много разных слоев. Вот ты сейчас хорошо всем знакомую мелодию «Карабай», которая состоит не из огромного количества нот, ты превратила ее в такое, знаешь, многослойное произведение. Ну, во многом благодаря прекрасной обработке Ларисы Латыповой, которая порезвилась с этой мелодией, как могла. Но ты же смогла ее сыграть и показать ее по-разному, в каждом темпе, в каждом ритме, с новыми применениями техник игры на флейте. В общем, замечательное выступление. Расти дальше. И спасибо, что ты пришла к нам на конкурс, Елкен. Спасибо. Азалия, привет. Поздравляю тебя от всей души. Молодец. Знаешь, с точки зрения исполнения, академического исполнения, у меня все хорошо, и мне очень понравилось на самом деле. И я думаю, что ты прислушаешься к замечаниям моих коллег. Вот. Я бы хотел обратить твое внимание на другую сторону, поскольку пьеса это все-таки башкирская, пьеса народная. Скажи, ты когда-нибудь слышала, как Курай, например, исполняет это произведение? Много раз, да? Да, у меня папа на Курай играет. Здорово. Как танцуют, например, да, под эту пьесу. Замечательно. И я вот хочу тебе пожелать, что, к сожалению, нам, классические, мы воспитанные музыканты классические в большей степени, и нам вот именно вот этой стороны фольклорной, ее не хватает. И когда я, например, общаюсь и встречаюсь с маститыми музыкантами, ну, скажем, пианист Борис Березовский, он очень большое внимание уделяет именно фольклору. Это неотъемлемая составляющая, которая, к сожалению, иногда вот мы это пропускаем. Это очень важно, на самом деле. Это обогатит тебя просто, это трудно оценить. Пожалуйста, продолжай, скажем так, в том же духе и обращай вот внимание на эти вещи, на нашу музыку, на башкирскую, на фольклор, на исконные
красоты, созданные народом. Спасибо тебе. Поздравляем. Мама на фортепиано играет, сестренка на скрипке, папа на курае и бабушки, дедушки, все музыканты. Мы все занимаемся в разное время, и, может быть, кто-то на кухне, кто-то в детской, кто-то в школе. Насчет будущего я еще не знаю, либо что-то связанное с телевидением, или, может, музыкантом. Я подумаю еще. Да, благодаря этому конкурсу я окунаюсь в детство вместе со своим учеником. Когда бы я еще делала кораблик из бумаги, как не здесь. Так, вот, очень волнительно. Узнали о конкурсе Елькен по сарафанному радио. У нас мальчик выиграл этот конкурс, второй телевизионный конкурс. И мы, радуясь его успехам, тоже решили как бы пойти по его пути. Расспрашивали, когда он будет ли, какие там требования. Все выпуски посмотрели, как ребятки там выступают, как они общаются, как они дают интервью. Ведь это тоже непросто. Вот, тщательно изучали. С подбором репертуара было тоже очень трудно, так как хотелось предоставить что-то интересное, то, что не было еще слышно ни жюри, ни публики. И как бы пересмотрели весь репертуар, все сборники переиграли, которые у меня были. Вот. И я вспомнила, что когда я училась сама в спецшколе СМК и готовясь к сольному своему концерту, моя учительница попросила композитора башкирского Ильдара Зильевича Самудинова написать специально для этого концерта музыку, что, собственно, он и сделал. И эту пьесу я передала Артему. У нас цифра 7. Артем, я тебя поздравляю. Это счастливое число, и пусть оно тебе принесет удачу на этом конкурсе. Я тебя очень люблю. Играй с душой и сердцем. Поздравляю.
Артем, молодец. Скажи, сколько тебе лет? 13. 13. И сколько ты лет играешь на флейточке? На блокфлейте я играл 1 год, на большой флейте 4 года, а на пикколе 4 месяца. Понятно. То есть ты играешь на нормальной взрослой флейте 4 года? Да. Понятно. И ты учишься в детской музыкальной школе. Какой класс? 6. 6. Что планируешь дальше делать? Заниматься, продолжать музыкой и стать музыкантом. Флейтистом хочешь быть? Да, флейтистом. Понятно. Очень хорошо. Мне прям, знаешь, многое понравилось. И акварель Хисамуддинова, прям такой импрессионизм был. Ты прям увел, как будто это что-то такое Хисамуддинов-Дебюсси. Вот, что-то такое прям интересное. Да, да, да. И гипноз полный, да. И пиколочка у тебя очень прилично звучит. То есть и верхушки такие уже взрослые, профессиональные, вибрато хорошие. То есть мне очень твое выступление убедительно понравилось. И тебе обязательно... Ты не принимал участие в наших мастер-классах, которые мы организовывали? То, что делает Национальный симфонический оркестр для детей, фонд Спивакова. Никогда не появлялся? Нет. Доставишь свои контакты, потому что у тебя прекрасный педагог, но мы тебя еще познакомим с другими российскими педагогами. Это будет полезно для тебя, как для юного музыканта. Я тебя поздравляю. Молодец. Молодец. Поздравляю, Артем. Присоединяюсь к словам Артура Искандаровича. Акварель просто такой космос, да, действительно, погружение было. Ты нас увел, меня лично прям... И это означает, что ты играл в образе. Ты не смог бы этого сделать, если бы ты сам не погружался туда, не был там, в этом космосе. Поэтому это для музыканта очень дорого, не каждый может. Поэтому ты это смог, ты это можешь. И я тебе рекомендую действительно продолжать совершенствоваться и быть хорошим музыкантом. У тебя это получится. Спасибо. Спасибо. Артем, поздравляю тебя с выступлением. Вот мне интересно, ну то есть мы часто видим, как люди играют просто на флейте, да? На пикколо флейте обычно это скорее бывает, когда, ну, какая-то вынужденность, например, есть вакансия где-то пикколо флейтиста или что-то такое. Но во всяком случае в таком вот юном возрасте как-то я первый раз встречаю, чтобы человек Ну тут играл... потребность, видимо, Хисамуддинов для пикколо написал. Или Да. не для пикколо, да? Да. Для пиколки именно, пьеса. Да. Ну вот видишь. Но вот все-таки вот как ты пришел к пикколо флейте? Ты сам захотел, сам услышал, или действительно просто вы увидели интересную пьесу и решили освоить новый инструмент? Да, когда мы увидели эту пьесу, мы хотели даже еще привезти пикколо. Здорово. У тебя действительно очень так здорово звучат верхушечки, особенно, что на самом деле удивительно для меня лично, потому что ну, верхушки сложно брать. Обычно там у всех такой звук бывает очень напряженный, у начинающих музыкантов, во всяком случае. А ты там что-то успел его и прикрыть, и провибрировать, и как птички такие вот эти вот были, вот эти дошки у тебя отличные. Вот. И еще у тебя замечательный концертмейстер. У вас потрясающий ансамбль, вот особенно это было заметно действительно по пьесе «Акварель», когда у вас звук перетекал из одной партии в другую, вы очень здорово, мы как будто бы наблюдали вот эти мазки, да, вот по холсту, по бумаге акварельной. Желаем тебе удачи, надеемся, что уже очень скоро увидим тебя еще где-то на каких-то сценах с большими музыкантами. Спасибо большое. Поздравляем. Молодец. Флейту я выбрал, потому что мне приятен его звук. В отличие от других духовых инструментов, у нее нет трости. Строим кораблик, как строим будущее своих детей. При поступлении в гимназию-интернат у нас был основной предмет фортепиано. Там на прослушивании ее услышали, педагог подозвал ее и попросил с ней заниматься. Она как бы еще не представляла, что такое флейта. Ну, она согласилась, послушала флейту, ей понравилось, она стала заниматься. Просто мне позвонила, сказала: мам, нужно купить флейту. После 2 лет занятий у нас появился замечательный педагог. Благодаря ему мы многого добились. Хорошие результаты очень даже показывают. Самое главное – это подход к ученику. Алия Сафаровна очень умеет с детьми общаться. Это самое главное
проявляет любовь к детям. Я очень рада. У нас цифра 8. Замечательная цифра. Это знак бесконечности. Бесконечных побед тебе, хорошие мои. Пусть этот кораблик принесет тебе только удачу. Спасибо.
Азалия, ты у нас из гимназии Аль-Мухаметова. Да. Какой класс? 7-й. 7-й. Ну, в целом, симпатично все получается у тебя. Надо, конечно, немножечко позаниматься над артикуляцией, особенно в забытом шлягере, да? Может быть, тебе темп был быстроват немножечко. Ты привыкла играть медленнее или в этом темпе? Ну, в этом В темпе. этом темпе, да? Так, чтобы 16-е прозвученные были просто. И ритмичные, да? Вот. Ну, поэтому удачи тебе. Спасибо. Занимайся. Азалия, а я хотела раскрыть тебе один маленький секрет. Вот прежде чем прийти на этот конкурс, мы все члены жюри, ну, мы друг друга знаем по музыкальной практике. И когда вы сегодня приехали и собрались выступать перед нами, то некоторые члены жюри взяли с собой музыкальный инструмент, и чтобы не тратить зря время, разыгрывались в отдельной комнате. И мы все это прекрасно знаем и видим второй день, уже наблюдаем. И вот я подумала, что мне сегодня довелось находиться в одном помещении с выдающимися музыкантами нашей республики, которые отличаются тем, что они никогда не останавливаются на достигнутом. И в этом отчасти секрет их успеха. И когда они выходят к публике и им аплодируют, то люди аплодируют не только их таланту, тому, что они сейчас в этот момент сыграли, а огромному количеству труда. Вот если бы этот секрет знали все, они бы все занимались как бешеные. Вот мы рассказали его тебе, ты учишься в таком серьезном учебном заведении, в котором выросло много прекрасных музыкантов, в гимназии имени Газиза Салиховича Аль-Мухаметова. Поэтому ты высоко держи планку и посмотри вот на всех. Это люди, которые никогда не останавливаются. Поэтому берись и просто делай каждый день. Азалия, поздравляю тебя с успешным выступлением. Вообще, я думаю, имя Азалия у нас с сегодняшнего дня будет ассоциироваться с флейтой. Азалия-флейта. Знаешь, я бы хотел обратить твое внимание в игре вот на те моменты, когда сольный отрывок переходит к аккомпанирующему инструменту. Вот в данном случае к фортепиано. Что происходит у тебя в этот момент? Ты обыгрываешь мелодию, так ведь? Вот, на мой взгляд, у тебя во второй пьесе даже это получилось лучше. Вот как-то так и динамически, и ты как будто вот действительно слышала, что происходит в данный момент, и понимала, что нужно. А в первой песне немножко было как-то громковато, да, как будто ты вот продолжала солировать. Может, тебе не хватило сольного эпизода, и как будто ты вот хотела все-таки... Нет. Вот в такие моменты именно проявляется, скажем так, чутье ансамблиста-музыканта. Обрати внимание на эти моменты, хорошо? Удачи! Спасибо. И поздравляю. Поздравляю. Подготовка шла очень усердно. Мы каждый день встречались с педагогом в школе и занимались. Музыка для меня это как часть жизни. В будущем я хочу стать военным музыкантом. В мое детство играло местное радио. И все начиналось ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Мы бежали смотреть мультики под башкирскую мелодию. Мы слушали много башкирской музыки по местному радио. Вот, поэтому мы тоже на ней воспитывались. А среда окружающая, она всегда воспитывает, как становится родным то, что слышишь. Вот, вы знаете, вы нам открыли дорогу. Вдруг раз, и нам распахнулось окно. Мы можем играть башкирскую музыку у нас и даже на телевидении. В общем, дети играют с удовольствием башкирскую музыку. Она же очень интересная. Ой, в этом году я просто не могла не привести, потому что ребята настолько вдохновились в классе, прям заразились, я бы даже сказала. И мы подавали 4 заявки. Прошло 2. Вот, и мы рады. Я получилась шапка шахтера. Вот до корабля оказалось недалеко.
Людмила Александровна, у меня номер 9. Это мое счастливое число. Я думаю, оно тебе принесет удачу.
вообще ты молодец. Я, коллеги, как говорят, вечер перестал быть томным. У нас вместо конкурса на духовых инструментах образовался очень серьезный конкурс флейтистов. Причем все ребята довольно серьезные. Крепкие, да. Да, и это очень приятно, что в Салавате тоже есть ребята, которые готовы так устроить конкуренцию спецшкольникам. Это хорошая заявочка. Скажи, пожалуйста, ты в каком классе учишься? В 6-м. В 6-м. И сколько лет ты играешь? На большой флейте 3 года. 3 года? Да. Очень хорошо. Такой, знаешь, взрослый тембр, такой округлый звук. Это прекрасная работа, ну, безусловно, твоя, но в первую очередь заслуга твоего педагога, который тебе это все показала. Просто и вибрато такое. Немножко увлекаешься вибрато в момент перехода. Иногда бывает нечистый переход из-за вибрации. Такой уже ты играешь как рампаль. Знаешь такого флейтиста? Слышал, да. Слышал? Записи вообще слушаешь флейтистов? Да, конечно. Кого? Кто самый любимый? Ну, Буряков. Тот же самый рампаль. Вот. И Буряков, безусловно, один из самых ярких из ныне живущих в мире флейтистов. Поэтому молодец. Прямо такое интересное и непростая работа сейчас будет в жюри. Кого пропускать в финал? Ты из Салавата, правильно? Да. Ну, привет Салавату. Так что поздравляю. Спасибо. Я поздравляю с выступлением. Действительно, тут добавить, в общем, и нечего. Это такой совершенно, мне кажется, профессиональный подход к выступлению с какими-то очень серьезными там, мыслями, идеями, какими-то музыкальными уже мыслями, какой-то даже свой стиль, я бы даже сказала, у тебя есть. И по поводу вот технических вопросов Артур Искандарович все тебе сказал. Мне кажется, вот если их подправить, будет здорово, потому что действительно вот даже вот во втором произведении ты сыграл одну и ту же фразочку по-разному, абсолютно. Причем это было не просто переключение там, динамики, форте, пиано. Нет, ты как-то характер ее изменил. И это всегда очень интересно слушать. То есть ты нам такую свою интерпретацию уже представляешь. Это очень ценно, очень здорово. Желаем тебе удачи. Продолжай дальше обязательно. Всего самого-самого лучшего. Молодец. Спасибо. Молодец. Хочется отметить прекрасный ансамбль ваш. Спасибо вам. Спасибо. Поздравляю. Мне понравилось, как звучит флейта, и поэтому я решил играть на ней. Музыка для меня это любимое увлечение, часть жизни. В будущем я хочу стать профессиональным флейтистом и преподавать. На базе нашей школы искусств номер 3, да, в Демском районе, есть образцовый духовой оркестр «Молодцы». Многие ребята играют. То есть вот Тимур, он у меня, как говорится, такое звено, это основное этого нашего оркестра. Пришел еще, малыш был еще маленький. Изначально он начинал у меня учиться на инструмент тоже медный, это духовой инструмент альт, потому что маленький был. Потом спустя время как бы подрос, и, собственно, это перешли мы на этот инструмент, на который сейчас он играет. А так еще он попутно еще даже третий инструмент, можно сказать, освоил, то есть уже на тромбоне еще играет. Ну, мы уже башкирскую музыку полюбили, потому что во многих конкурсах участвовали. Программа уже готова была, потом решили, почему бы и нет, не поучаствовать, как бы, тем более на телевидении. Тоже какой-то свой новый опыт в работе. То есть получается, ну, как бы и для ученика, и для преподавателя тоже очень большой плюс. У меня 10. Ну, поздравляю тебя, Тимур. Как всегда, тебе везет. Успеха тебе в данном конкурсе. Это наш новый опыт для тебя, выступать на телевидении. Поэтому желаю тебе себя проявить, показать себя с лучшей стороны, показать, как ты владеешь своим инструментом. Удачи тебе, будь уверенным в себе. Спасибо, не подведу.
себе. Как ты выбрал такой прекрасный инструмент? Ну давай, тебе 14 лет. Мне 14 лет. Так. Я пошел в 8 лет в музыкалку, хотел пойти на фортепиано, но мой преподаватель дал мне в руки трубу, и я попробовал поиграть на трубе, и у меня получилось. После чего меня направили к моему преподавателю Дмитрию Александровичу, и он мне дал в руки альт, сначала альт. Я научился играть на альте, после некоторого времени мне дали вот тенор. Я начал играть на теноре. Понятно. Ну, я соглашусь, что духовой инструмент гораздо лучше фортепиано. Ты сделал абсолютно правильный выбор. Вот. Потому что, во-первых, у тебя очень симпатично звучит. А что ты дальше хочешь? На тромбон пойти? Тромбон я уже купил и уже играю. Уже купил, уже играешь. Да. Так, понятно. То есть ты хочешь связать свою судьбу с музыкой? Да. Это очень здорово. Во-первых, приятно видеть все-таки духовика, еще и медника. Это редкое почему-то, как мы вот сейчас с коллегами уже разговаривали. Интеллигента. Да, и выглядишь ты очень интеллигентно так, и звучишь также, музыкально играешь. Поэтому молодец, что выбрал не фортепиано, а тенор. А тромбон в итоге будет. Поэтому занимайся и развивайся. Ладно? Да. Удачи тебе. Спасибо. Тимур, ну как ты знаешь, наша передача выходит в эфир. И тебя смотрит не 100 человек в зале, а смотрит огромная аудитория. И ты увидишь по просмотрам, что на твой инструмент люди обратят внимание. И, может быть, для кого-то ты даже станешь первооткрывателем такого инструмента. Он действительно редкий. Поэтому ты, молодец, ты выбрал такой универсальный инструмент. Б, ты оказался очень музыкальным, приятным человеком, который понимает, что такое музыка, как ее подавать очень красиво. И В, ты станешь проводником вот этого инструмента для огромной аудитории. Спасибо тебе за это. Тимур, мне, знаешь, невероятно отрадно и приятно, что ты интеллигентен не только внешне. Это вот буквально настолько прослеживается в том, как ты относишься к инструменту, к музыке, как ты работаешь со звуком. Нашим зрителям я поясню, что я имею в виду под работой со звуком. То есть, вот, например, берется какой-то звук. Редко бывает так, что, если только это не указано автором, что, например, звук должен взяться и тянуться просто, например, вот он тянется как бы, да? Звук по своей природе, он живет, он дышит, он развивается. И вот как вы могли слышать в игре Тимура, он берет, причем достаточно деликатно, мягко звук и развивает его, то есть есть определенное крещендо, да, вот что-то, то есть он завершает звук, то есть он относится к звуку, он не делает что-то просто так, и это очень, очень классно. Я желаю тебе больших успехов, Тимур. Спасибо. Поздравляю. Это было для меня новое событие, потому что я впервые в жизни выступал вот в таком формате, в съемке, все такое. Это было впервые для меня в жизни, это новый опыт, новые эмоции. И, ну, в общем, мне все понравилось. Музыка — это цель моей жизни. Я хочу стать музыкантом, хочу стать джазовым музыкантом. Анна очень чувствительная, музыкальная, трепетно относится к звуку. Вот у нее особенный свой звук. Старательная очень девочка, обязательная, вот я бы даже так сказала. Она играет и соло, и в ансамблях с гитарой, с ударными мы играли. Вот, но я надеюсь, что этот кораблик нам позволит расширить географию и пуститься в путь. Век живи, век учись. Я буду 11-й. Это же здорово, смотри. Первое и еще раз первое. Значит, всегда впереди. Спасибо.
Анна, добрый день. Здравствуйте. Ты у нас тоже из Салавата, я читаю, да? Смотри, в самом начале нашего сегодняшнего прослушивания я одному юному музыканту рассказал историю про великого Ростроповича и его концерт. Когда у него что-то не получалось, он злился и делал еще лучше. Вот у тебя была всего лишь такая царапинка, и ты почему-то решил убрать флейточку, подумала, что на конкурсе нет, я остановлюсь, еще раз начну сначала. Так не бывает, это конкурс. Да? Твоя задача не закрываться, не переживать, потому что все может произойти с любым абсолютно величайшим артистом, либо только начинающим юным музыкантом. Все может произойти. Твоя задача еще больше сосредоточиться и выдать, знаешь, назло прям еще лучший результат. Мгм. Понимаешь? Да. Это очень важно, что сегодня ты показалась. И в целом, если брать твое профессиональное и звучание, и все, и видно, что ты любишь инструмент, видно, что ты с отношением относишься к своему делу, которым ты занимаешься. Потом я хочу отметить очень интересное произведение Ноктюрн Касимова. Прямо изумительная пьеса, просто изумительная. Тебе нравится эта пьеса? Да. Да? А что ты еще играешь? Я еще играю танец из балетной сюиты. Кого? Исмагилова. Исмагилова. Ты только башкирскую музыку играешь на флейте? Ну, в основном, да. Ничего себе! Вот это заявочка, это серьезно. А ее хватает в таком объеме, чтобы твою музыкантскую потребность удовлетворить башкирской музыке? Но помимо башкирской музыки я играю и различных композиторов. Различных композиторов? Да. Ты в каком классе сейчас учишься? Сейчас я пойду в 6-й. В 6 класс. А на флейточке тоже года 3 играешь? Да. Все понятно. Ну, успехов тебе, развивайся. Поздравляю с выступлением, Анна. Да, мне тоже очень понравилось и произведение. Казалось бы, мы тут уже все знаем башкирскую музыку от и до, но вот все равно, вот, например, я первый раз слышу это произведение, но мне очень понравилось. За это я тебе говорю большое спасибо, потому что композиторы, я как человек, который и исполнитель, и композитор, знаю, что ты можешь иногда написать потрясающую музыку, например, а вот ее так сыграют, что это будет полный провал. И наоборот бывает так, что написал, в общем-то, ничего особенного, а исполнитель столько там раскрыл и нашел интересного, что произведение становится как популярным, например, интересным. Вот ты замечательное произведение, замечательно для нас исполнила. Вот, мне вот теперь хочется пойти, найти ноты, посмотреть, может быть, сыграть с кем-нибудь. Вот за это просто, ну, это очень ценное на самом деле качество. Тебе большое спасибо и желаем тебе успехов. Спасибо. Удачи. Думаю, сейчас мои сверстники не слушают больно классическую музыку, но я люблю вообще слушать тоже классическую музыку, как раз-таки мне очень нравится. Но она успокаивает, и мне очень нравится композитор Рафаил Касимов, у него очень хорошее произведение, и мне очень они нравятся. Музыка, но для меня это часть меня, можно так сказать. Мне кажется, что в каждой музыке есть своя история, и чтобы ее раскрыть, нужно начать играть ее, и ты поймешь. У Амины очень замечательные родители. Им очень нравится, что у нее дочка учится в музыкальной школе. Она девочка сама по себе очень творческая, интересная, музыкальная. Мы всегда в школе устраиваем конкурсы на башкирскую тематику. Детям нравится это, потому что как бы мы живем в Башкирии. Это каждый человек, кто живет в Башкирии, должен соприкасаться с этим творчеством. Вот какой у нас кораблик получился. У меня 12 номер. О, ура! Поздравляю! Такая замечательная цифра, 12. Мы завершаем конкурс. Поздравляю! Спасибо. Молодец, умничка. Спасибо А я тебе желаю удачно выступить. Самое главное, всегда любить музыку и никогда с ней не расставаться. И напутствие вот тебе удачных выступлений. Всего самого доброго. Я тебя очень люблю. Я вас тоже. Молодец.
Амина, добрый день. Здравствуйте. Ты к нам приехала из Нефтекамска. Да, все Чем верно. там занимаешься в Нефтекамске? Ну, в Нефтекамске я хожу в музыкальную школу, играю на флейте и на фортепиано. Дальше я планировала поступить в Уфимское училище. Ты хочешь быть музыкальное. флейтисткой? Да. Ух ты. Как там с культурной жизнью? На концерты ходите? На концерты, да, хожу На на концерты симфонический симфонического оркестр. оркестра ходишь? Да. Ну смотри, вот правильный ответ. Сразу был правильный ответ на правильный вопрос. Молодец. То есть ты интересуешься музыкой. Да. Что еще любишь делать, кроме музыки? Помимо музыки я занимаюсь кавер-дэнсом. Да ты что? Да. Так. Сейчас мы немножко посмотрим в интернете, что это такое. Ну, слово «дэнс» нам понятно, кавер я не знаю, что такое. Что это такое? Расскажи нам. Кавер-дэнс — это в основном хип-хоп или кей-поп танцы и Обалдеть. музыка. Ну, это прям серьезная заявочка. Ну, это нам, да. классическим музыкантам, не понять таких высоких материй. Понятно. Здорово. Значит, ты хочешь перебираться из Нефтекамска в Уфу и Да. продолжать обучение. Кто твой любимый композитор? Наверное,
Моцарт. Правильно, молодец. Люблю классику. Молодец. Следующий вопрос. У меня такой вопрос. Амина, скажи, пожалуйста, ты, наверное, ну, такой человек, у тебя наверняка есть подружки, да? Вот представь, если бы ты, например, встретила свою подружку и сказала ей: ты знаешь, я сегодня шла и встретила кошку удивительной красоты. У нее были такие глаза. Через некоторое время ты опять говоришь: вот ты поняла про то, что я кошку встретила? Очень красивую. А еще у нее хвостик был такой разноцветный. И через некоторое время ты вновь повторяешь. Вот я почему тебе сейчас такой интонацией говорю, потому что я имею дело со словом, а слово очень хорошо перекликается с музыкальной интонацией. Ты же, по сути дела, рассказывала нам сейчас в польке. Композитор Тагир Каримов написал польку не случайно. И он написал не для того, чтобы люди под нее танцевали, да? Чтобы они ее послушали и получили настроение. А вот теперь представь, ты встречаешь подругу и говоришь: слушай, я такую кошку видела, я в жизни такой не встречала. У нее были белые, у нее красные, там черные какие-то невероятные цвета. Что это за кошка такая? Я бы с удовольствием себе такую хотела. И, конечно, тебя бы немножечко по-другому захотелось послушать. Поэтому, когда ты играешь, тебе не только звуковысотную интонацию нужно выстраивать, но свою партитуру рассказа. Ты всегда рассказываешь. Твое музыкальное произведение – это твоя речь. Вот об этом подумай на досуге, хорошо? Хорошо. Поздравляю тебя с выступлением. Спасибо большое. Мина, я тебя тоже поздравляю. Молодец. Ты знаешь, наверное, я в чем-то повторю мнение коллег. То есть определенно есть подача, конкретно посыл. То есть видно по движениям, что ты хочешь играть, тебе нравится, ты хочешь что-то сделать. Но при этом сама игра как будто немножко такая, знаешь, с подстраховыванием. Немножко как будто ты чего-то стесняешься, может, боишься, может быть, это так Есть волнение такое. сказывается. Есть немножко, да. Добавь Ну, это... хип-хопа. Добавь. Cover Драйва нам нужно добавить, да, потому что, как говорил мой замечательный, любимый педагог, ныне, к сожалению, покойный Александр Абрамович Шисман, он говорил так, что скромность в жизни – замечательное качество. Скромность в игре очень сомнительна. Не скромничай. Будь откровенной, будь смелой. Все у тебя будет хорошо. Спасибо. Хорошо, Поздравляем тебя. Спасибо большое. О конкурсе «Элькен» я узнала от своего преподавателя. Он мне сообщил о этом конкурсе совсем недавно. И мы сразу же начали репетировать. Мы репетировали каждый день. Был буквально один день на отдых оставляли. Но мы усердно репетировали, тренировались, чтобы добиться желаемого успеха. Немного было страшновато, но в то же время я завершила этот конкурс. Я стала вишенкой на торте. Торжественный, радостный и в то же время нежный и лиричный. Я так люблю слушать флейту. Камила, пора объявлять финалистов третьего телевизионного конкурса «Элькен». Итак, финалисты в номинации «Духовые инструменты». Артем Демидов, флейта, детская музыкальная школа номер 8, город Уфа. Даниил Иванов, флейта, детская музыкальная школа города Салават. Тамерлан Салишев, туба, средний специальный музыкальный колледж, город Уфа. Благодарим всех участников. Спасибо уважаемым педагогам. Элькен телеконкурсы финалисттары гала концертта Башкортостан Республикасының Милли симфоник оркестры менен ойнайсак. Юные музыканты в сопровождении Национального симфонического оркестра – это классно. Я уже жду финал. Юные музыканты с Национальным симфоническим оркестром – это классно. Оңлаштар бараханала, осрашканга тиклем, достар.